Мы тоже хотим жить по-татарски, а нам запрещают. Политика жестко развернулась на подавление региональных центров самостоятельности. Может, это связано с тем, что прокуратура, она не хотела, яростно боролась за то, что День памяти не прошел. Но мы сумели его провести, боролись в Верховном суде и сумели провести. Может, это связано с этим. Само дело вот с этим митингом показывает о том, что сейчас политика жестко развернулась на подавление региональных центров самостоятельности. То есть, этому предшествовали такие события, как Хабаровский, там, Воронеже вот сейчас, там, Куштау, Шиез, да? И сейчас начали просто давить конкретно все вот центры самостоятельности региональные, которые они существуют. Они в качестве экстремизма рассматривают критику в адрес национальной политики государства и критику в адрес правоохранительных органов. Но это уже ни в какие ворота, это фактически они расписываются в политических репрессиях. Вы все знаете о том, что единственным государственным языком в Татарстане в настоящий момент является русский. Татарский язык, он не является, ни в коей мере не является государственным. Он сейчас его даже перестали использовать в начальных классах школы во многих, даже в татарских школах. Уже с первого класса обучают на русском языке. Вот об этом мы и писали в 2017 году. Почему-то этот текст сочли экстремистским. Вы все с ним можете ознакомиться. Вот прокуратура, конечно, ФСБ командует этим делом, потому что сколько бы ни было, и возбуждали уголовное дело. Тогда, вы помните, в отношении Татарского общественного центра возбудили уголовное дело, но прекратили тогда, в 2017 году. И в этом году, в июне месяце, опять возбудили уголовное дело по требованию кого-то. И прокуратура его прекратила. Потому что как ни старайся, уголовного действия Татарского общественного центра нет и не было. Наша вся вина в том, что Татарский общественный центр требует выполнения той Конституции Российской Федерации, которая есть Конституция Республики Татарстан.